Все, не работает. Я не знаю, видимо, кто-то против, чтобы я здесь оставался. Духи не хотят, наверное, чтобы я тут был. Я вас сильно не потревожу. Одну ночь, и я поеду домой. Планирую, значит, так. Вот здесь развести костер, разогреть землю, потом поставить сюда палатку. С этой стороны будет надья из 3 бревен. Ну, что-то похожее на это, скорее всего. И с этой стороны тоже будет надья из 3 бревен, чтобы грело спину. Хорошо, что сваленных деревьев здесь много. Всяких вот таких вот стволов. Можно просто пилить и уносить. Так, у меня готова греча. Сюда еще сейчас я закину баночку скумбрии и говядину. И это, наверное, на сейчас и на утро. Вниз положил мелкий хворост. Потом ночью уже я возьму с костра какую-нибудь горящую дровишку. Вот, или угольки какие-то возьму. Разложу их на хворост, под хворост. Так у меня растопится. Сверху я кладу вот это вот 3 бревно. Надо еще будет заготовить. Этого мало, скорее всего, будет. Хотя я так готовлюсь, как будто ночью будет минус 15. Сейчас вот я попилил, и мне тепло. Конечно, ночью будет похолоднее, прохладно, скорее всего. Даже что-то я там смотрел, плюс 3 градуса. Нифига себе, там какая-то птица орет. Да, вот такая ночью закричит, офигеешь. Так, ну ладно, что-то я долго суечусь. Значит, костер немножко передвинул, чтобы здесь земля тоже прогрелась. Так, сейчас быстро ем, потому что уже темнеет, а у меня еще не поставлена палатка. Вот сейчас у меня горит костер. Небольшие дровишки подбрасываю. Всего у меня получилось 11 бревен. Это, конечно, очень много, я думаю, на ночь. Вот, ну, лучше много, чем мало. Вот, а с этим костром я буду сидеть сейчас, часов, наверное, до 11, потом, может быть, прилягу на часик. Все равно, сейчас вот темнеет рано, делать нечего, только костер жечь. Вот, в лесу тихо и очень много звезд. Ну, на камере это, естественно, не видно. И время у нас сейчас 20:42. Сейчас вот стало немножко прохладней, и со стороны реки дует такой легкий, как будто бы легкая прохлада идет. Даже не дует ветер, потому что, судя по костру, дым идет все-таки в сторону реки, а со стороны реки идет прохлада. Или я думаю, может быть, это со стороны могил, вот этих вот, которые со стороны могил идет холодный такой воздух. Пока не разобрался еще. Ладно, сижу, греюсь у костра. В общем, до 12 еще 3 часа. Сейчас время 9. Заняться нечем, решил почитать. Зашел на сайт жуткое.ру. Проснувшись ночью попить воды, ты отправляешься на кухню. Подойдя обратно к кровати, ты видишь на ней спящего себя. Сегодня увидел человека, который показался мне знакомым. Я вспомнил, что когда-то давно работал вместе с ним, вот только мне сейчас 64 года, а он выглядит все так же, как и 30 лет назад. Со своей девушкой я поехал на рыбалку с ночевкой. Решили спать в палатке. Утром я проснулся и вылез из палатки. Моя девушка сидела в машине и пила кофе из термоса. «Ты ночью прям ледяная вся была, когда я обнял тебя», — сказал я своей девушке. На что она посмотрела на меня и, немного помолчав, ответила: «Я всю ночь в машине спала и в палатку к тебе даже не заглядывала». Ух ты, какая история. Блин, с реки реально идет какой-то холодный ветер. Я аж мерзнуть начал. Поэтому я решил вот эту вот мою надьюшечку, короче, вот эти бревна просто вот переместить немножко правее. Ну нормально. Время ближе к 12 часам ночи, а у меня костер начинает тухнуть. О, надо идти
за какими-то дровишками такими средними, потому что положил бревно большое, а вот эти почему-то средненькие вообще плохо горят. Что-то такое сухое найти. Вон там вот луна, может быть даже ее видно. Мы с ней вдвоем сегодня светим в этом лесу. Так, время 11:30. Вот она, языческая роща ночью. И я, кажется, пошел за дровами. Какие-то средненькие надо найти. Ну, типа вот таких вот. Вот таких вот. Потому что костер что-то, никак не хочет гореть. Вроде все сухое. Так, ко мне на огонек пришла птица. Только что вспорхнула. Но в округе никого. Возможно, только призраки, но я их не вижу. Ну вот и моя надья горит. Только это, наверное, не надья, а костер, потому что там 4 полежка, даже 5 полежков, где-то полметра и немножко больше некоторые, и одно бревно. В общем-то, разгорелось, тепло дает. Этот костер уже у меня потух. Вот в лесу вот такая вот темнота. Там, кстати, мимо я проезжал дерево дикобраз. Типа он агрессивный, но сейчас он ведет себя дружелюбно, в общем-то спокойно. Я его не слышу. Мой костер стреляет на весь лес. Звери, наверное, в шоке. Так, я так понял, или леший, или дерево дикобраз начинает играться со мной искрами. Прожег палатку. Вот оттуда полетела искра. Такая. И палатка у меня с дыркой теперь. Это давай, не хулигань, в моем-то лесу. 4 часа утра, я на месте. Мотоцикл на месте, костер мой, палатка. Ничего аномального пока не произошло. Ну, часов до 6, наверное, до 7 я буду здесь, потом начну собираться. Так, ну что было ночью? Больше пугают всякие животные. Сначала загагакали птицы, то ли гуси, то ли кто там, далеко было не разобрать. Они и сейчас гагакают, где-то сели, может быть, на поле. Потом собака завыла вместе с ними. Сейчас вот летает ворона где-то тут и каркает.